Надира, ассаляму алейкум. Алейкум селям, Эркес. Мы с вами встречаемся по такому интересному поводу. У нас такой необычный сегодня формат. Формат не подкаста, а формат ответа на вопросы. Потому что по нашим двум роликам, которые явно, скажем так, вызвали интерес среди зрителей в интернете, огромное количество вопросов возникло у людей, и есть определенная неразбериха, потому что много комментариев, много смежных комментариев. И для тех, кто действительно интересуется этим вопросом, может возникнуть некая каша. Поэтому мы сегодня с вами в таком формате запишем ролик, формат вопрос-ответ. Наиболее, скажем так, часто повторяющиеся вопросы я их выписал, и сегодня, я думаю, с вашей помощью мы это дело сделаем, проведем. Я, скажем так, объединил два видео, как я уже сказал, и наиболее вопросы, которые мне показались интересными, я сделал подборку, и мы с вами попробуем на них их как-то прокомментировать, да? Минуточку. Да. Тоже, чтобы было понятно, значит, спасибо, что вы это подобрали. Ну, это действительно отдельная работа. Но поскольку я их получил тоже заранее, оно того стоило, потому что были вопросы, которые требовали каких-то дополнительных, для меня самого дополнительных усилий, изучения всякое такое, где-то поиска источников, ссылок, там, авторов, мнений и прочее, то действительно я тоже сделал как такую подготовку. Я не буду читать с бумаги, что называется, но я эти вопросы взял, изучил, и кое-где, где было нужно, там какие-то ссылки и прочее себе оставил для того, чтобы это понятно. Лишнее время не терять. Пласт огромный, да, и понятное дело, огромный. что... И, кстати говоря, извините, да. И вам спасибо, и всем, кто смотрел, всем комментаторам, в том числе самым, там, которые изощрялись в подборе слов, которые бы каким-то образом могли, допустим, меня там задеть, там, или крымских татар задеть, или историю нашу как-нибудь там наизнанку вывернуть. Потому что в любом случае вы, в том числе для меня лично, сделали очень полезное дело. Потому что комментарии к этим двум роликам, и не только к ним, они не совсем точно, не совсем аутентично, но тем не менее это некий срез общественного мнения и в понимании, так сказать, крымско-татарской истории, и древней истории Крыма, и средневековой истории Крыма, который очень был мне лично полезен для того, чтобы представить себе, как это видится в обществе. Я, честно говоря, не стал прям так сильно опираться на эти комментарии, потому что, как правило, плохие комментарии пишут, скажем так, таких людей больше, чем хороших, и им больше всех надо, поэтому это такая не сильно такое срез знаний, но какое-то, скажем так, какое-то представление оно все-таки дает, согласен. Смотрите, вот один из таких самых обсуждаемых вопросов, причем к нам подключились не только крымские татары, там и казахи, и киргизы, и из Кавказа огромное количество представителей разных народов, все переводили слово «Крым». Вот на ваш взгляд, на ваше знание, что такое Крым вообще, что это слово значит? Мне лично не под силу решить эту проблему на текущий момент, потому что, если опять говорить о профессионалах и непрофессионалах, то огромное количество профессионалов разных национальностей, которые занимаются крымской историей, это преимущественно либо русские, либо люди даже там с западными фамилиями, которые там обрусели в свое время, здесь работали и так далее, они достаточно легко и просто отделываются от этой темы, говоря, что, скажем, это относительно традиционная точка зрения, что Крым там в переводе с тюркских языков означает ров, там перекопы, всякое такое, и все, и дальше им это не интересно. При этом известно, что Крым, вообще-то говоря, это город, который получил свое название уже при Золотой Орде, после того, как Крым был завоеван монголами, ведшими за собой татар, и не только татар. И это город, который сейчас имеет название, он до сих пор есть в Крыму, в полуострове, Старый Крым. Но раз есть Старый Крым, то должен быть и новый, я об этом скажу позже. В разного рода источниках, в том числе в генуэзских, одновременно со словом Крым употребляется, то есть Крым, скорее всего, это не просто город, поселение там более раннее, но оно получает это название где-то в конце 13-го, начале 14 века. Точную дату мне найти не удалось. Но одновременно в генуэзских каких-то источниках упоминается как Солхат
или, интересно, Сорхат или Сурхат. При этом многие источники говорят о том, что вот в этом городе было традиционно две части. Одна заселенная мусульманами, другая нет, не мусульманами. И в связи с этим мне показалась в свое время очень интересной гипотеза, которую высказал Рифат Куртиев. Но он тоже не профессиональный историк, он краевед, полковник в отставке, но который собрал огромное количество материалов по истории Крыма. К сожалению, он уже покойный, Аллах рахмет или сын. И однажды он мне просто в личной беседе сказал таким образом. В свое время он служил в Монголии, и у него остались некоторые военные карты. К сожалению, вот тогда я его не взял за руку и не сказал: Рифат ага, покажите, где это. Ну, якобы на территории Монголии он нашел какое-то поселение с именем Сурхат на старомонгольском. Это означает свободное поселение. Известно, что именно вот как бы в таком произношении Крым прежде всего восходит к кипчакам. Ну, по крайней мере, к людям, говорившим на кипчакском языке. А крымсатарский язык – это смешанный кипчако-агузский язык. В этой части как раз проживали люди, говорившие на кипчакском языке. И он выстроил такую конструкцию, которая мне показалась очень убедительной. Дело в том, что и до 13-го, до начала, даже, наверное, до конца 14 века основную массу населения Крыма, независимо от национальности, подчеркиваю, независимо от национальности, составляли христиане и язычники. Мусульмане были в меньшинстве. С начала 14 века Крым тогда был частью Золотой Орды, и это был Крымский улус, Крымский юрт по-разному называют, и Крым был административным центром именно вот Крымского улуса. Крымского ханства тогда еще не было, до него там около 100 лет было больше. Значит, и после того, как ислам был провозглашен официальной государственной религией, то, по сути говоря, вся знать, которая осталась в Золотой Орде, которая служила в государстве, занимала какие-то посты, она более-менее или добровольно, или недобровольно принимала ислам. То есть ты не мог занимать государственную должность, если ты не мусульманин. Поэтому и крымский наместник Золотой Орды, они тоже менялись там с течением времени. Вероятнее всего был мусульманин, хотя мусульмане были в меньшинстве на территории Крыма тогда. И как раз по этим причинам, что подтверждают другие источники, сам город Крым делился на две части. Мусульманскую, в том числе место жительства, так сказать, правителя, наместника, крымского татарина-мусульманина, и не мусульманскую часть. Так вот, есть арабское слово, которое произносится, у меня не чисто арабский, я его не знаю, харам. Ну, в нашем языке, в крымсатарском, как ни странно, это приобрело негативный оттенок, но потому что в арабском вообще-то это означает закрытое, недоступное, и в частности святыни мусульман тоже называют харам масджид, харам джами, а в крымсатарском позже это превратилось в отрицательное такое слово. Но дело в том, что кыпчаки, ну, вернее, скажем так, кыпчакоязычная, татароязычная часть населения Крыма тогда, в этом языке нет буквы «х», которая есть в арабском. И нет открытого «а», как в арабском. Харам. Учитывая, что люди тогда все-таки говорили, учились языку не в школе, там, не на курсах, а говорили с детства на нем, то получалось, что любое заимственное слово, оно, ну, объективно трансформировалось под произношение и под фонетику того языка, на котором говорило большинство людей. Так вот, кыпчак не способен и ни мягкого «х» выговорить, ни открытого «а», плюс в тюркских языках, в большинстве, это общее правило, там есть исключения, но громадное большинство слов произносится с ударением на последнем слоге. И вот мы берем слово «харам», пытаемся произнести его на кыпчакском языке, «ха», и открытого «а» нет, мы говорим «харам». Причем, опять-таки, надо понимать, что сейчас в связи с графикой кириллической, да, практически все звуки, которые вот
выполнены кириллической графикой, они не совсем такие, как в русском языке. То есть фонетика крымско-татарского языка, она отличается, в том числе кыпчакского языка, она отличается от русской. Поэтому есть звуки, которые передаются, ну, пытаются передать там гласными у, о, и так далее, но которые, вообще-то говоря, крымско-татарскому языку не совсем соответствуют. Ну, допустим, у нас есть такой звук, который по-русски точно передать нельзя. Он похож на он похож на иногда даже на у, это зависит от диалекта. Ну, допустим, имя, эсма. Ну, когда пишет кириллица, пишет сма. Но на самом деле, когда нормально говорят, не по писанному, а так, как говорят, эсма. Это то ли то ли то ли иногда а. Поэтому вот это харам в кыпчакском произношении, оно в просторечии, когда сотни тысяч людей пытались это говорить, оно очень быстро могло трансформироваться в харам. Харам. Вот не карам, не харам и не Крым, как сейчас, вообще-то говоря, не Крым, а харам. И, кстати говоря, когда говоришь по-крымско-татарски, именно так его и произносишь. Выговаривают Крым те, кто учит крымско-татарский язык, ну, что называется, в школе по писанному, когда кому он не родной. Вот. Либо там где-то выражен, ну, как скажем, в нынешнем турецком языке, Крым. А в нормальном крымско-татарском харам. И поэтому достаточно как бы объясняющая гипотеза, почему одно и то же место называется двумя географическими названиями. Крым – это мусульманская часть, там, где живет правитель в окружении мусульманской. Сурхат – это свободное поселение. В каком-то смысле это напоминает, ну, как скажем, в русских городах, Детинец и Слобода. То есть укрепленный замок, там, где живет знать, правители, там, дружина и свободные поселения, иногда даже не защищенные, что для средневековых городов достаточно характерно. Мне кажется, что это достаточно такое, ну, многообъясняющее и само по себе объяснимое название. Ну и вот в комментариях я тоже видел, что в зависимости от особенностей какого-то языка, там кто-то говорит, что хэр – это мой край, там хэрэм – мой край, хэрэм – мой край, это опять-таки зависит от того, в каком слове. Но я вам должен сказать, что все начиналось с города. Не с края, с города. Те, кто говорят, что хэр – это степи, это там моя степь, ну, побывайте в Старом Крыму и посмотрите. Это межгорье. Это предгорье, и там со всех сторон огорожен, так сказать, ну, в сторону Керчи там начинается степная зона, тем не менее, это межгорные долины, невысокие горы, но горы. Поэтому так вот прийти туда и сказать, вот это моя степь, не говоря о том, что сначала это название города, это не название даже полуострова, а потом это название города Хэрэм превращается как бы в Иске-Крым, потому что появляются новые столицы, об этом я скажу. Позже распространяется на всю территорию Крымского ханства, которое я уже упоминал. Ну, в разные периоды было разное, но, условно говоря, от Дуная до Поволжья, через Северный Кавказ. И не случайно другие татарские ханства, Казанское, Астраханское, ну, то есть как Астраханское, Аджтархан. Аджитархан – это, ну, как бы бесспорно, это всем известно в русской истории. Аджитархан – это название настоящее Астрахани. Они отличаются по названиям столиц. Потому что как бы для всех понятно, что это бывшая Золотая Орда. Вот она, только что существующая Золотая Орда. А это вот какие-то регионы, которые, ну, везде живут татары. Конечно, разные, но, так сказать, со стороны это как бы все одинаковые. Вот. И правящий, так сказать, народ татары, правящая нация татары, там, татарская власть и всякое татарское, татарские хамы, тем более, что все они из чингизидов. И поэтому как раз географическое название становится определяющим в этом смысле. Слово «тавр», да, об это слово многие сломали копия, и много упирается в него, в это слово. И получается, что на прошлом подкасте вы объясняли, там, с чем это связано. Но есть такой комментарий, что слово «тавр» – это «таурус», да, это сегодня с греческого переводится как «бык», то есть такая культура быка. Почему тавры Крыма не имеют отношения к греческому слову «таурус»?
Ну, опять тут связано с тем, что вот те, кто рассуждает о Таврах в Крыму, Тавриде и так далее, Таврика, они как бы, ну вот, сели вот на самом Крыме и не смотрят вокруг. Может быть, когда я об этом говорил вот, раньше, потому что устная речь – это устная речь, я недостаточно внятно это сказал. Дело в том, что задолго до того, как эллины высадились в Крыму со своими поселениями, они жили в Малой Азии, в том числе в Милете, и относительно недалеко, не то, что прям за околицей, но там на южном берегу нынешней Турции, тогда вот этой Малой Азии, где тоже были эллинские поселения. Милет это не единственное, там куча было эллинских городов. Находится хребет Таурус, который так назывался теми же греками задолго до того, как они вообще первый раз попали в Крым. Я уж не говорю о том, что они здесь высадились. И эти горы по Южной Турции, будет ссылка, посмотрите. Если вы просто сейчас в интернете наберете Таврские горы, вам вылезет совсем не Крым. Вам вылезет Южная Турция и весь этот горный хребет, который идет до Гиндукуша. А когда-то в те времена якобы вот этот сам Гиндукуш там тоже считался Таврскими горами, его продолжением. Значит, Таурус. Поэтому гораздо логичнее выглядит версия о том, что греки, которые уже видели подобного рода горы там на побережье моря, греческие поселенцы, практически по аналогии, приехав в Крым, там, сначала кто-то там приезжал, уезжал, торговал или что там делал, а потом высадились, им проще всего, без всяких напрягов, было назвать эти, опять-таки, прибрежные Крымские горы, как те, что они видели в течение столетий, вот, на побережье Малой Азии. Что касается культа быка, это тема, которая заслуживает отдельного изучения, но пока что, опять-таки, я не встретил в какой-либо исторической литературе серьезного вот такого исследования, что ли, или аргументации по поводу того, что в Крыму был культ быка. Вот относительно девы, о чем я уже говорил, Парфенос или Партенос, я тоже, у меня греческий неправильный, понятно. Культа девы, который даже стал отчасти культом херсонеситов, о чем я тоже говорил, полным-полно всяких там воспоминаний, скульптур, там, упоминаний, всякое такое. А о том, что есть культ быка, вот в том Таурусе, малоазийском, якобы, опять-таки, он существовал, но он существовал задолго до того, как там появились эллины. Коренным населением этого региона являются народы, которые сейчас, я уж не знаю, как они тогда назывались, но сейчас называются хуриты, лувийцы и хетты, которые с Крымом никак не связаны. Якобы у них был культ быка, причем бык там опять-таки не бык, а он почему-то повелитель грозы и грома. Вот. И насколько я понимаю, сами вот эти народы, хуриты и все остальные, это, знаете, 3-2 тысячелетие до нашей эры. Это еще до того, как предки эллинов появились вообще на Пелопоннесе, в нынешней Греции, в Элладе. Где-то за 1000 и более того лет. До появления эллинов именно здесь, вот в Малой Азии, хуриты как народ, и хетты как народ, они, насколько я понимаю, они даже не сохранились. Они уже трансформировались в другие народы, и этот культ, если даже он существовал, о нем, по крайней мере, вот как об актуальном известном грекам в тот период, я не нашел упоминаний. Вот, поэтому мне кажется, что греки, как часто они делали, пошли чисто прагматическим путем. Точно так же, как звонкое название Херсонес на самом греческом означает не что другое, как полуостров. Тут им придумать какой-то культ быка. Если какие-то, не знаю, археологические, другие всякие там исследования, какие они там возможны, по источникам, определять, что тут был культ быка, есть еще одна такая версия, что, дескать, Тауры это Тауер, вот там, или Тауир, там, вот народ там горный. Во-первых, надо сказать, что слово Тау это кыпчакское слово, а судя по всему, первые тюрки в Крыму были все-таки. То, что не кыпчаки, это точно, потому что кыпчаки появляются здесь только там в 11-12 веках. Но само разделение тюркских языков на агузский, кыпчакский или там западно-тюркский, оно произошло позже.
То, что называется древнетюркским языком, это 5 век нашей эры. Вот. И кроме того, есть тюркские народы, кавказские, нынешние, которые живут бок о бок с кавказскими горскими народами. Так вот, ну, скажем, у нагайцев, у кумыков в речи горцы это таулы. Ну, что, в принципе, совершенно соответствует грамматике тюркских языков. Таулы никак не тауер. Вот. Поэтому мне кажется, что это определенные притяжки. Так, значит, следующий комментарий. Это буквально был вопрос, то есть это был комментарий, а не вопрос. Ждал, когда приведут пример ирландцев и шотландцев. Они говорят на английском, другого языка чаще всего не знают, но попробуем сказать, что они англичане, то есть один народ. Народ формируется из ментального самоопределения человека, а не из языка, не из религии, не из прочего. Такого вроде бы очевидного. Ну, во-первых, я согласен с тем, что народ все-таки, я уже говорил, что язык это очень важный фактор. Но язык это что-то такое, знаете, что складывается, как бы новый язык впоследствии, ввиду необходимости, так сказать, насущной. Вот. А формирование народа начинается все-таки не с языка, ориентируется не на язык. Но насчет ирландцев, шотландцев чистая правда. Но раз уж так хочется, я могу к этому добавить валлийцев, уэльсцев. Это западная Англия сейчас, которые в свое время, когда-то там еще в 5-6 веке нашей эры, отстояли свою самостоятельность и не попали под власть англосаксов. Но позже они вынуждены были войти в английское королевство и тоже практически утратили язык. К середине 20 века уже на уэльском языке никто не разговаривал. Вот. Тем не менее, у них настолько сильное самосознание, что вот я знаю, немножко знаю, слышал оттуда-отсюда, читал, видел, разговаривал, что они даже за последние 20-30 языков активно восстанавливают свой уэльский язык, используя передовые методы, в том числе радио, там программы и всякое такое. И в политическом смысле, да, они великобританцы или британцы, как хотите, вот, но при этом то же самое, при этом они сохраняют свою национальную идентичность этническую. Похожая ситуация с бретонцами. Это жители как раз с французской стороны Ла-Манша, вот, которые тоже, кстати, говорят с уэльцами, с шотландцами, с ирландцами имеют общие корни кельтские. Вот, и бретонский язык тоже, он совершенно не французский, он совершенно не английский. Это старый кельтский язык, они с большим трудом стараются его поддерживать, и у них есть тоже отдельно такое бретонское сознание. Но это то, о чем я говорил. То есть язык это не всегда единственный и даже основной индикатор той или иной национальности или народа. Можно привести противоположный пример. Есть такое выражение Pidgin English. Вообще буквально пижонский английский. Это новые такие вот языковые феномены, которые появляются в государства, в странах, которые когда-то были под английскими колониями. Но что интересно, в мире есть не один Pidgin English, а несколько. Один там есть в океане, другой есть в Африке, третий еще где-то. То есть это не характеристика собственно такого языка, а нового явления. То есть люди для того, чтобы общаться между собой, говорящие на разных языках, переходят как бы на английский, но этот английский ими так извращается, превращается, как удобно им, под их произношение, под их понимание, под их старые языки, и появляется некий новый язык. Да? Суржик же. Да, суржик, да, но это такой суржик, который в той же океане стал, например, официальным языком, на нем в парламенте говорят. То есть вот взаимоотношения между нацией и языком. Понятно, логика понятна. Так, следующий комментарий. А куда делись остальные национальности, в частности греки? Вот такой комментарий, не знаю, человек смотрел видео, не смотрел наше. Я тоже иногда читаю комментарии, думаю, вы вообще смотрели там? Я думаю, они просто по названию задают вопросы. Скорее всего, да. Что значит, куда делись? Значит, греки, эллины, а потом румеи, они как бы делись в несколько этапов. Куда делись, сейчас расскажу. Значит, в Крымских горах существовало в средние века, там где-то с XI века по 15, там с 12 по 15 княжество Феодора, который, где-то что-то в российской исторической литературе упоминается, и все очень любят говорить, что они были христиане, вот у них там князь был Василий, там Алексей. Не было там князя Василия, там был Вазилевс.
Не было там Алексея, он был Алексис. Вот. И князя великого не было. Вот если бы вы в это время приехали в Феодор и сказали, кто тут великий князь, вас бы просто не поняли. Потому что тех правителей Феодора, которые называли русские источники и сейчас русские исторические книги великим князем, на самом-то деле вот его настоящее название Улу-бей. То есть великий бей. Бей условно переводится на русский как князь, но это все-таки несколько другое явление. Точно так же, как князь на французский переносится принц, допустим. Но все-таки западноевропейский принц и русский князь это не совсем одно и то же. Так и здесь. Так вот, население княжества Феодора действительно было христианским. И там, помимо потомков эллинов и румеев, которые были населением, частично переселялись из средневековой Византии, жили готы. Очень вероятно жили потомки тавров. Ну, в значительно уже меньшем количестве перемешаны. И в какой-то части там осколки скифов, алан, асов, может быть, и так далее. Так вот, значит, значительная их часть, в каких пропорциях сказать не могу, но значительная их часть воспринимала тюркский язык. Многие принимали также постепенно ислам. И хотя правящая династия была христианской, у них не было проблем с мусульманами. В княжестве Феодора было несколько веков двоеверия. В одной и той же семье люди могли носить мусульманские или христианские имена, и так с поколения в поколение. И, соответственно, кто-то ходил в церковь, а кто-то ходил в мечеть. Шел процесс тюркизации, шел процесс исламизации, и значительная часть горных и южнобережных крымских татар как раз имеет эти корни. Но не только эти. Смешанные, в том числе и тюркские, и разные. Там мы опять обсуждали вопрос о генотипе. Я выступал за то, чтобы этим обязательно заниматься, но только заниматься не избирательно, а взять всех крымских татар, в том числе живущих в Добрудже и живущих в Турции, да, и посмотреть вот этот общий генотип, и тогда многое будет интересно, из каких-то как бы составных это было. А вот те, кто остались христианами, и причем они остались совершенно нормально, их никто не трогал, их в 1778 году царское правительство, которое к этому времени оккупировало Крым, и хотя по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Крымское ханство было объявлено независимым, и они должны были вывести свои войска, как это сделала Османская империя, они их не вывели. И более того, разработали план, значит, перемещения христиан из Крымского ханства за его пределы. И это произошло в несколько этапов. Значит, в апреле 1778, насколько я помню, было им это объявлено, о том, что они должны покинуть Крым под конвоем русских войск. И христиане Крыма тогда жили в районе Севастополя, значительная часть. Ну, по моим как бы ощущениям, предположениям, это была больше готская такая. В чистом виде никого уже не было. Но все-таки как бы это преимущественно была готская часть, которая в том числе говорила и на тюркском языке, на урумском, и на румейском. Потом была, собственно, румейская часть, это побережье Крыма. И были так называемые армяно-кыпчаки, ну их там тогда называли армяне. Вернее, всех царское правительство называло христианами и греками, хотя ни в том, ни в другом смысле они в чистом виде ни армянами, ни греками, ни кем таким не были, они были православными, потому что до вхождения в Крымское ханство они были подданными сначала Византии, потом княжества Феодора, а потом частью Османской империи был Кафинский санджак, и вот он входил, но тем не менее христиане там продолжали жить. Постепенно мусульманизируясь, но далеко не все, исключительно добровольно. Порядка 30 тысяч. Тогда царское правительство под конвоем вывезло, значит, вот, румеев и урумов в район города, который сейчас называется Мариуполь. И не случайно там на побережье Азовского моря там есть такие, скажем, села, как Урзуф, например. Там тоже есть город Крым. Мангуш. Да, Мангуш. Мангуш это не под Бахчисараем, кстати, Мангуш это традиционное урумское село. И, кстати говоря, опять-таки, чтобы было понятно, Мангуш и Мангышлак – это одного корня названия. И армяно-кыпчаков в район нынешнего Ростова. Ну, тогда ни Мариуполя, ни Ростова не было. Это называлось Нор-Нахчеван.
Вот они были одними основателями Ростова-на-Дону. Сейчас это пролетарский район города Ростова, но это так называемые армяне, армяне-кыпчаки. Они говорили на тюркском языке, они не говорили на армянском. А Мариуполь это вот как раз Румея и Урумы. Вот царское правительство туда и дело. Хотя через 5 лет Крымское ханство было объявлено частью Российской империи, и вот эти рассказы о том, что мусульмане обижали христиан, поэтому надо как бы там вот их куда-то вывести, почему-то царское правительство не разрешило им вернуться в Крым. Хотя 5 лет всего. Теперь это уже часть Российской империи. В чем проблема? Ну давайте, вот теперь уже под властью православной императрицы, все шикарно, возвращайте в свои дома. Нет, это был полный запрет. И сейчас на этих территориях существует и урумская, и румейская община. Ну, подытоживая ваши слова, можно сказать, что часть была вывезена, а часть стала частью ассимилировалась. крымскими татарами. Да. Часть ассимилировалась. Дальше вот здесь есть два вопроса, я их объединю в один. Речь идет о том, что в Крыму есть населенные пункты Кипчак, Найман, Аргын, Садыр. Ну, это я читаю комментарии. Понимаю, да. И здесь, значит, такая реплика, что никакие монголы не приходили к вам. Это были тюрки-моголы, то есть восточные, казахи, аргыны, кирей, кипшаки, алыны, алшины, найманы, вот такой. То есть это никакое не монгольское иго, а, условно говоря, какое-то такое тюркское. Иго вообще не было никакого. Ну, я говорю... Нет, ну этим не надо бросаться, потому что его на самом деле не было. Что касается, значит, ну тут даже вот как у меня было, все соответствует казахским родам. Я скажу по-другому. Это соответствует не казахским родам, это соответствует тюркским родам. Поинтересуйтесь, ну, в открытых, да в той же Википедии хотя бы. Посмотрите роды и племена современных тюркских народов, кыргызов, каркалпаков, узбеков, башкир и так далее. И вы с удивлением обнаружите, что вот все или почти все эти роды и племена существуют у них. Даже у хазарейцев, которые, ну, известно, что они тюркского происхождения, но говорят сейчас на иранском языке. Опять-таки вопрос о языке и нации. Вот. Что касается крымских татар, то у нас действительно много таких названий. Это потому, что как раз здесь кыпчаки, барыны, аргыны, кунраты и так далее жили. Что касается того же, ну, вот крымско-татарские рода перечислю, там Найман, Каят, Ширин, Барын, Сиджиут, Мансур, Яшваб, Меркит, Аргын. Мангыт, Аргын, да. Ну, там, в зависимости от языка бывает Онгут, Ингут, там, Айрат, кстати говоря, вот, Балгут, Конрад, Ногай, Кыргыз, за пределами Крыма, однако Кыргыз, Туркмен, Казак, Калмык, Чуваш даже есть, Чунгар. Это вот, ну, я еще не все перечислил, это вот географические названия, ну, поселения части крымских татар степной, которые были. Просто сейчас мало что осталось, но, во-первых, это большая часть нашей диаспоры, потому что заперекопские крымские татары и значительная часть степных крымских татар в самом полуострове как раз бежала в Османскую империю после завоевания, частично была истреблена, частично ушла на Кавказ. Сейчас среди дагестанских и карачаево-черкесских нагайцев есть выходцы из, ну, нынешней так называемой Запорожской области там, и так далее. Вот из этих мест. Что касается того, что никаких монголов не было, были. Потому что то же самое, допустим, Кунрат, или сейчас я посмотрю, они, Мангыт, они все, в общем-то, родом из монголов. Другое дело, что, опять-таки, пропорции монголов, и не только эти, и другие. Можно сказать так, что это отюреченные, или хотите, отатаренные монголы, которые, да, по сей день входят в состав крымских татар, просто в силу тех исторических потрясений, которые мы пережили, эти люди свои места обитания покинули, а потом географические названия были изменены на русские, украинские еще в 19-20 веке, а после депортации крымских татар в 1944 году просто 3 указами Президиума Верховного Совета СССР, они все там были виноградные переименованы, там Ивановки, Трудолюбовки и так далее. Что касается именно монгольских, вот Барын, монгольское племя, там, скажем, Джаваир, Конгурат или Конгират, там, Нойгут или Онгут и так далее. Так что, конечно, этим надо заниматься, это очень интересно. Но тут ничего такого отрезного нет.
И то, что у казахов присутствуют эти племена, это как раз подтверждение того процесса, который происходил в ходе монгольских завоеваний, когда традиционные рода и племена делились на новые тумены, сотни и прочее, разбрасывались под монгольских военачальников, а впоследствии уже там оседали там, ну, где пришлось, что называется. Поэтому среди крымских татар есть как потомки тех, которые жили до монгольского завоевания, так и те, которые потом были привнесены в Крымское ханство, на его территории, тем более оно было огромное по сравнению с самим Крымом, именно в ходе вот этого монгольского завоевания. Ну и надо тоже не забывать о том, что народ постоянно двигался, перемещался. Ну, опять-таки, не надо воспринимать кочевое скотоводство как хаотическое движение броуновское. Как раз казахи меня очень хорошо в этом смысле поймут, потому что каждый улус более-менее имеет свое там или племя, имеет свое места кочевьев. И города, да, и города, и там, как правило, они идут с севера на юг, не всегда так, но это связано там с сезоном, зима, лето и всякое прочее, поэтому такого уж беспорядочного, так сказать, брожения тут не было. Но были другие вещи, о которых я рассказывал. Чума, когда значительная часть степи, западной степи опустела, а потом нашествие Тимура, который добивал тех, кого можно, кого, значит, ему нужно городское население угонял, поэтому западная часть правобережья Волги до Дуная на несколько столетий в значительной степени опустела. Почему, собственно говоря, это послужило одним из таких базисов для раскола и распада Золотой Орды и, по сути говоря, появления такого явления, как казачество. То есть на этих пустующих землях поселялись те люди, которые, ну, там, вот вчера пришли, что называется, но потом, да, уже столетия Ну, вольники, закрепились. беглецы, Да. там разные были. Так, хорошо, я понял. Следующий вопрос у нас связан с Геродотом. То есть тоже такой... Это вопрос относится к скифам, да, и о том, на каком же языке говорили скифы. Вот вообще люди или невнимательно смотрели наш подкаст, или вот просто не смотрели. Ну, вопрос вот такой. А как же Геродот, сообщивший в своих трудах, что персы и скифы говорят на одном языке, выходит, что персы Кира и Дарья тоже были тюрками. Ну, и тут что-то тут не складывается. Ну, я отвечу на этот вопрос, но попутно хочу заметить, что вот если кто-то даст себе труд прочитать все комментарии, то обратит внимание на то, что ну, какие-то там комментаторы или вопросители, там, вопрошатели или там еще кто-то, участники вот этого всего, они очень часто используют какие-то аргументы, ну, или задавая вопросы мне, или оспаривают то, что я сказал, но при этом совершенно не замечают, что они абсолютно приводят взаимоисключающие аргументы. Это понятно, потому что люди из разных народов, с разными интересами. Это то, о чем я говорил в лекции, что вопрос о скифах, киммерийцах и все остальное очень сильно политизировано, привязано к нынешним политическим условиям, и там каждый как бы ищет того, что ему интереснее, выгоднее, приятнее и так далее. Плюс, к тому же, ну вот на что я обратил внимание, человек, который задает вопрос или с чем-то не согласен, очень часто опирается на какой-то, пусть даже серьезный, важный, но отдельный аргумент. В то время как картину на отдельном аргументе построить невозможно. Ее даже на всех аргументах, на всех фактах довольно сложно выстроить. Но сказать, что вот, ну хорошо, Геродот сказал где-то, что они говорят на одном языке. А если кто-то внимательно смотрел, он должен был обратить внимание, что, подводя итоги, я говорю, что с моей точки зрения скифы — это собирательное название для 6 разных племен, как минимум. Там один из народов говорит якобы на греческом, там, на эллинском, ну, бог с ним. И 6 говорят там на своих языках, да. То есть, как раз первоначальные скифы, а возможно и киммерийцы, это, скорее всего, народ смешанного происхождения, причем, может быть, даже в ту эпоху, когда еще прямая метисация, ну, то есть, как бы все мы друг другу родня, не произошла. Это объединение племен, в том числе разнокультурных и разноязычных. И Геродот, ну, сам он скифов видел, не видел вопрос, но, по крайней мере, те, кто ему сообщали о чем-то, они могли встречаться с ираноязычными какими-то племенами. Это логично вообще. Абсолютно логично, абсолютно понятно по эпохе. И плюс к тому, а уже потом, чем дальше, тем больше как бы шло такое сближение, как шло и вообще во многих народах, и
перемешивание и всякое такое, в том числе и в языке. Но тут опять-таки кто-то говорит, значит, ссылается на Геродота как на авторитет, а кто говорит, что ты там на Геродота обращаешь внимание, он вообще ничего не знает. Ну, знаете, может, вы как-то между собой встретитесь, договоритесь сначала, а потом уже на общей позиции меня будете Ну спрашивать. да, то есть вот, на самом деле этот комментарий я бы не хотел включать, потому что он на самом деле такой ни о чем, но хотел бы, чтобы мы еще раз об этом проговорили, Да, что в конечно. видео вы четко сказали, что скифы это не был один народ в нашем сегодняшнем понимании. То есть Один этнос, скажем так. это была совокупность Да, совокупность племен и племен. народов, которые могли говорить на разных языках, в том числе и на персидском, в том числе и на тюркском. То есть это абсолютно логичная история. И понятное дело, что если тот же Геродот увидел или ему сказали, что они говорят на персидском, это могла быть какая-то часть племен, которые действительно говорили на персидском. То есть народ реально или невнимательно слушает, или просто не хочет эти факты как бы принимать во внимание, скажем так. Так, хорошо. Вот еще, кстати, огромная такая тема, которая у нас родилась в комментариях, это битва за то, кто же все-таки приручил лошадь, да? И комментарий человека здесь говорит о том, что ученые из Великобритании, Франции, США, России, Казахстана исследовали и такие доказали, что лошадь была приручена на территории северного Казахстана. Ну, я знаю, что такое исследование проводилось, знаком с результатом, но я к этому должен добавить, что буквально там на следующий год, что ли, года через полтора, еще раз проводилось такое исследование. Я сейчас в детали вдаваться не буду, просто тоже будет опубликована ссылка на интернет, где дается большое интервью по этому поводу, и где тоже специалист по лошадям и всякое такое это оспаривает. И говорит, что с точки зрения, тоже международная, кстати, экспедиция, которая пришла к выводу, что все-таки лошади приручались в районе Южного Приуралья и того, что условно можно назвать таким волго-донским междуречием. То есть это как раз примерно Северный Кавказ и вот эти степи между ними. Но это одна из действительно интереснейших и сложнейших тем. Я даже думаю, что и это второе исследование тоже, конечно, последнее слово в этом не сказала. Это еще направление, в котором много надо работать, и это на самом деле интересно. Но я хочу обратить внимание вот на что, как я понимаю, это задавал человек вопрос из Казахстана, может быть, я ошибаюсь. Надо понимать, что в 3500 году до новой эры в Казахстане казахов не было, так же, как в Крыму крымских татар. Да, это нужно понимать. Вот. И не только крымских татар не было там в Крыму, но и про эллинов вообще там упоминать нечего, но, возможно, и таров никаких не было и так далее. Даже их предков там не было, потому что это та эпоха, когда шло вообще еще, в принципе, расселение людей, условно говоря, из Африки по всей Евразии. И в каких направлениях они двигались, и как они там себя вели. Но, в частности, про вот эту батайскую версию, эти новые исследователи говорят, что с их точки зрения, они ее тоже исследовали, с их точки зрения, это не приручение лошадей, а массовая охота на них. И, кстати говоря, тоже я не уверен в их правоте. Просто это не тот случай, когда вот одним таким исследованием или одной такой конференцией это можно решить. Но в частности они говорят интересную вещь, что приручение лошади началось не с того, чтобы на ней ездить или что-то возить, а в качестве продукта питания. В качестве сельскохозяйственного животного, которое можно есть. Да, это, кстати, разное приручение. Да, это разные приручения, и это только потом в процессе, так сказать, общения с лошадью вот пришли к выводу, что и возить можно, а потом, оказывается, и садиться можно, и там селекция уже была даже специальная, там те, кто покрепче, те, кто может, и всякое такое. Поэтому исключать того, что и было именно... Да, и еще одно. Дело в том, что хотя настаивают, сейчас теперь уже настаивают, что лошадь как бы приручена в одном месте, то ли там, то ли сям, как со многими животными, не исключено, что лошадь была приручена в нескольких регионах в разное время.
Могло, конечно, и прийти как бы заимствование, распространение, это тоже не исключено по всяким причинам. Но пока что категорически отвергать то, что разные животные, похожие, там, не похожие, могли приручаться в разные периоды, разными как бы первоначальными, там, не знаю кем, племенами, людьми. Вот, но тоже напрочь пока что исключать нельзя, поэтому у меня никаких категорических возражений нет. Это как раз тема открытая, которая заслуживает исследования, она очень важна и интересна. Да, ну, справедливости ради нужно сказать, что приручить лошадь для того, чтобы было много еды и тем самым развиваться и торговать, и другой вопрос, что приручить, чтобы атаковать и идти в поход, да, то есть это разные приручения и разное время, 100% было. Ну, тут как бы опять-таки логика исторического развития, животноводства, да, до животноводства, с кем люди в каком качестве общались с животными? В качестве охотников. Ну, в первую очередь да. охота, конечно. Поэтому охота это в первую очередь поиск еды. Да. Как бы логическое продолжение ее. Ну, а там уже будущее покажет. Ну, еще здесь такой момент, что вообще, мне кажется, спорить, где именно в первую очередь была приручена, это глупо, потому что приручить ее могли маленькие племена, условно говоря, да, освоить это ремесло, освоить этот навык. И на самом деле вот эту ту же батайскую культуру изучают по огромному, скажем так, могильнику лошадиному, да, то есть где много костей, где много чего, и поэтому привязываются к этому месту. Но это вообще ни в коем случае не говорит о том, что это первое было место, где лошадь была приручена. Ну, просто, как это сказать, может случиться так в результате последующих исследований, что да, в конечном счете, вот Да, все, кто знает, скажут, да, вот именно там это и было, да, но пока что рано еще настолько. И что самое интересное, и что с этого, допустим, да. Ну, мне кажется, что это вот какой-то региональный патриотизм. Нет, это у нас, понимаете, хотя вот казахи, как и большинство тюркских народов, это достаточно молодая нация, где-то там 15-16 века. Собственно, казахи как казахи, не как тюрки, политическая конечно. нация. Да, нет. Даже это раньше было, да, политическая позже появилась. Потому что туда вошли, как опять-таки, только что говорил, роды, которые уходят в другие. Да, это опять же мы говорим. Поэтому сказать, что все обязательно было у нас, может да, может нет. Собственно говоря, это никак не сказывается на ценности культуры какого-либо народа там или его национальном достоинстве. Опять же, это нужно апеллировать к тому, что логика образования народов, она в принципе присутствует, и нужно просто понимать, как это все формировалось, и потом просто кто-то начертил линии и разграничил эти народы. Да. А по сути переплетение было плотное довольно-таки. Следующий вопрос очень интересный, как мне кажется, и связан он с пищевыми привычками, да, и самым таким основным аргументом тому, что персы не были скифами, о том, что они не едят конину и не доят кобылиц. И здесь человек, приводит пример о том, что пищевые привычки могли меняться со временем, что вот, мол, у японцев их традиционные суши появились 100 лет назад. Там, кстати, тоже есть момент к этому делу. Но, в принципе, логика понятная, что пищевые привычки персов могли за 1000 лет поменяться, и, допустим, у них так получилось, что они перестали есть конину и пить кобылье молоко. Вот сказать, что на 100% это исключено, нельзя. Такое могло произойти. Но на фоне как бы обычных таких вот процессов, которые идут, то, скажем, если такое случилось, это скорее исключение, чем правило. Потому что этнографы и этнологи знают, что пищевые привычки... Вот посмотрите сейчас, как те же японцы там, или неважно кто в чем ходит. По одежде сейчас редкий случай, когда, если кто-то не у себя там в джунглях живет, или там, по одежде все выглядят одинаково. Там какие-нибудь кроссовки, не знаю, или шлепанцы, там, джинсы. Джинсы это вообще первоначально само слово джинс. Это генуэз. Вот, а теперь это как бы в какой-то период символ Соединенных Штатов, там все ходят в джинсах, да, а теперь нет такой страны, где их не шьют. Вот, и не носят тем более. И вообще, еще, допустим, лет 30 назад, если ткань была не вот эта вот, не катон вот этот грубый, то она и джинсовой не называлась, и брюки джинсами не называли. Сейчас посмотреть любой модный журнал, все там как-то более-менее расчерчено, с чем угодно, все это, скажем так, джинсы. Вот, поэтому, конечно же, что-то такое могло быть или не быть. Но речь ведь не идет о гастрономических привычках.
Гастрономические привычки появляются в результате, и даже просто гастрономические привычки, оно тоже появляется в результате определенных исторических процессов. Я приведу на другом примере. Допустим, во времена Леонардо да Винчи никаких макаронов в Италии не было, и слова такого не было. Вот Италия, Возрождение, вот замечательно, а макаронов нет. Так, между делом, чтобы знали, значит, макароны появляются после того, как появляются венецианские, особенно генуэзские колонии в Крыму. И они в истории, так сказать, исследования этого вопроса, они как раз появляются как продукт, который можно запасать на долгие морские путешествия. И вот такая вот сухая лапша. И, кстати, макароны, ну, опять это у нас как бы обратный его возврат, что макароны это трубка такая длинная, вот как на советских фабриках производилась, но в самой Италии макароны это не обязательно всегда трубка. Хотя, да, значительная часть, она так вот в той или иной степени с этим связана. И до сих пор в самой Италии тоже обсуждают, откуда это слово и вообще откуда взялось. Но для меня нет вопросов. У крымских татар есть такое традиционное блюдо макарна называется. Причем его происхождение очень понятно, оно там не надумано, ничего, это катушка, вообще-то говоря, макара на крымско-татарском, турецком языке. А крымско-татарское блюдо макарона, оно делается, ну, этих тягучих всяких машин, которые это вытягивают, не было, а это вот такой, как это сказать, сверток, не сверток, да, скручивание вот такой вот ленточки из теста. И получается не очень длинного вот такого где-то размера, вот такая. Даже скрутка, пальцем так делается. Да, скрутка, и которая, да, она круглая, внутри дырочка получается. Хотя есть и другие разновидности, там лапша туда-сюда, но вот эта макарна ее подают с топленым маслом, с медом, иногда с сахаром. Вот. И что интересно, макароны завозят в Италию генуэзцы. С чего бы это вдруг? И почему это так напоминает слово крымско-татарская катушка? Ну, вы сейчас вообще... А что вообще? Это просто то, что есть. Вот. Речь идет, но это как бы послабее такая вещь. А что касается не Да мы еще до пиццы не дошли. А пицца это относительно позднее явление. Оно в Италии там в 19 веке возникает. Ну, это не от крымских татар, потому что пицца, там, пицца, пиде, оно на Ближнем Востоке много где распространено. Это скорее всего трансформированная лепешка, заимствованная с Ближнего Востока, но не обязательно с крымско-татарского. Я хочу сказать о другом, что речь же не идет, что кто-то любит такие-то сосиски, там, или, я не знаю, или шашлык, или еще что-то. Речь идет о том, что считается съедобным, что несъедобным. И, значит, те народы, которые не едят конину и не пьют кобылье молоко, они не то чтобы, как бы, а вот мы лучше свининкой побалуемся, вот там, или еще что-то, у них просто отвращение. Как несъедобным, как я говорил, вот корейцы едят собачатину, там часть китайцев есть, а в Европе, скажем, у кого-то это просто рвоту может вызвать, само упоминание об этом. Так вот, большинство народов, которые в настоящее время не едят конское мясо и не пьют молоко, или там тем более кумыс, и дело не только в том, что они утратили навыки, как с этим иметь дело, они просто для них это такая же несъедобная, как кусок асфальта. Вот. А есть народы, которые, несмотря на изменения, ну что, вот казанские татары, преимущественно городское население, нефтяники там и так далее. С удовольствием едят конину, у них козы там и так далее, и никаких проблем. И при том, что у них сейчас табуны тысячеголовые не ходят, вот говорят, что коней, мол, мало стало. Ну, логика понятна, о чем вы говорите. Да. Ну, вот кому это нравится, это превращается в угощение, да, это превращается в деликатес, но это не превращается в отвратительное что-то, к чему прикасаться не хочу. Так что... Ну, условно говоря, коней стало меньше, ладно, мы пока их не будем кушать, но вкус помним их. Нет, ну почему помним? Практически, ну, эта категория народов, она сохранилась, она во многих, и причем те, которые давно перешли в основном к земледелию, к оседлому образу жизни, к городскому образу жизни, тем не менее, они едят конину, если они ее едят. Да, а если не едят, то и не едят, как туркмены. Да. Так, ну логика понятна. Вот здесь интересный момент насчет киммерийцев. Связан с киммерийцами, да, мы говорили, что в формате скифов нельзя забывать про киммерийцев.
И здесь такой комментарий, что кемерийцы – это народ, живший на территории современного Аральского моря, ну, Казахстана, уточняется. А кемерийцы переводятся как кеме – это лодка, то есть строители лодок, каной, ну, на тюркском и на казахском языке. То есть имеется в виду, что кемерийцы – это такой народ, который строили лодки. И по форме лодок их как бы и назвали там кемерийцем, да, кеме. И это, кстати, может быть, проливает свет на ваш вопрос о том, куда делись кемерийцы и как они оказались на той стороне Турции. Ну, Может, на лодках они переплыли? версия, конечно, как бы красивая, если всем на лодке уплыть в Турцию. Но, во-первых, опять-таки речь идет, ну, давайте вспомним, что речь идет о, ну, что там, 2000 лет назад больше, да? 2500 лет назад, а появление кемерийцев это еще раньше, это там где-то, опять по разным источникам, точно там никто не засвидетельствовал, но это 12-13, может быть даже 15 века до нашей эры, когда они появляются на правобережье Волги. То есть 1500 лет до нашей эры, когда они на правобережье Волги появляются. И потом они известны как степные кочевники, ну и всякое такое продолжать не буду. Вот. И вот они 1500 лет кочуют по степи, и значит, вот там в какой-то момент все садятся на лодки и уплывают. Но, во-первых, допустим, в крымсатарском языке тоже есть слово корабль геми. Вот, ну, озвонченный такой геми. То есть какое-то средство передвижения. Да? Но если даже в казахском языке слов нет, пожалуйста, есть слово кеме, которое лодка. Во многих тюркских языках есть слово кюме, кеме, кеми, геми и так далее, поинтересуйтесь просто, где это означает как раз повозка. Видимо, там более ну, древний, что ли, корень, некое средство передвижения, да, которое независимо по суше, там это, в зависимости от того, кто что. Но опять-таки, просто сравните ситуацию. Народ 1500 лет живший в степях, занимавшийся скотоводством и так далее, да, нет, они лодочники, оказывается. Они не повозочники, они лодочники. Но если есть вода рядом, то... Где там такая вода, на которую вот прямо Аральское море. В Крыму или там в Северном Причерноморье? Здесь же речь идет про Аральское. Не, ну в Аральском море могли жить лодочники там и так далее. И я, конечно, не очень хорошо знаю ну, казахскую историю, уж прямо говоря. Но я знаю, что на Мангышлаке, скажем, жили народ или племя казахское, которое называлось Адай. Ну, Ада – это остров, в том числе по-крымстатарски. Островитяне, да? Да, островитяне, они и сейчас живут, этот род там. Вот. Но если там были лодочники, для Аральского моря они могли использовать это слово в названии именно ну, своего, так сказать, ремесла. Но огромного простора степей, где передвигались именно на повозках, которые ну, дожили, в общем, до 19 века, вот эти юрты на колесах и так далее. У нагайцев северокавказских они сохранились на какое-то время долгое, были у крымских татар еще до 19 века. Нет, ребят, ни в коем случае это лодки, это ни в коем случае не повозки, ну, насколько это логично. Ну, если вообще обращаться к логике, да, и говорить о том, что кеме – это действительно какое-то средство передвижения, да, но подразумевая, что кемерийцы – это в принципе имели кочевой образ жизни, то и они говорили, что кеме – это какие-то там повозки, что-то, какие-то тачки, может быть, то можно предположить, что это было... У кого-то так это могло быть интерпретировано. Но опять-таки я, когда вот начинал на эту тему говорить, я сослался на чувашский язык не совсем точно, потому что это старочувашский язык. То есть это еще язык, который в современной чувашском языке уже устарел. Вот. А чуваши это ну, по своей как бы идентичности народ, большинство тюркологов это признает, наиболее близкий, сохранивший свою преемственность с гуннами, с гунским союзом племен. Конечно, там не одни были их предки, разные другие, но тем не менее. Поэтому старочувашский язык – это наиболее близкий к гунскому языку, где у них вот есть тоже не одно слово кюме, там в разных они арпасы, там есть и всякое прочее, по-разному сказано, но это повозка. Кемерийцы, последнее их как бы обозначение, это примерно за 800 лет до появления гуннов здесь, по причерноморских степях и в Крыму, ну, наиболее близкий, скажем, к тем временам язык тюркский. Так, дальше есть вот такой как бы вопрос-комментарий. Но опять же, я думаю, что человек не сильно внимательно смотрел, но тем не менее хочу, чтобы вы как бы прокомментировали его, что вот к вам обращается человек, говорит, что Назир, вы далеки от крымских реалий. Крым не был ядром популяции кемерийцев,
А где это сказал? В каком месте? Он вам говорит. Нет, ну он говорит, он может сказать, что Да, Антарктида не была этим так вы же не дослушали. местом. Ну, Вы же не хорошо, дослушали. да. Он говорит, Крым не был ядром популяции кемерийцев, этим ядром были северокавказские степи. И что? Все правильно. Ну, я же говорю, то есть человек... И где я сказал по-другому? Если правобережье Волги, это что, Крым, что ли? Так вы все время говорите, что Крым никогда не был обособлен и отдельно, но он всегда был частью чего-то большого, и люди все равно задают такие вот, пишут такие вот комментарии. Ну, смотрите, там у него продолжение вопроса. Вы не в курсе про крымский яйлок? Да, конечно, никогда не видел. Кыргызский, там, казахский, Жаляев, посмотрел всего 20%. Но посмотрел 20%, видимо, ему хватило. Вот и написал комментарий. Ну, 20 это уже хорошо. Это уже неплохо, только надо, наверное, опять человек погружен там в крымские реалии, в кыргызские, казахские. Если он настолько погружен, то у меня тоже как бы встречный вопрос. Вот тот, кто задавал этот вопрос, он в курсе, что есть вот отгонопастбищные, когда там на джайлу загоняют, а есть кочевой в степи, и что они это отличаются. Разные вещи, да. Конечно. Это как стоило просто. Совершенно верно. Ну, это и, кстати говоря, одна из причин нюансы. поражения кемерийцев была именно потому, что вот накануне как бы решающей войны со скифами они оказались только в Крыму. Им уже не хватало этого всего. Так, ну, значит, здесь такой вопрос. В иранском обозначении регионов в те времена очень распространено было «ан» окончание. Пример: Иран, Туран и такие места, как в нынешнем Азербайджане. Ширван, Аран. Очень вероятно, Туран в древнем фарсе означал «земля турков». Знаете, я не могу сказать ни да, ни нет. Почему? Потому что, ну, конечно, само вот название Туран, пусть оно даже иранское, оно как бы очень хорошо увязывается с самим кодом там, турок, тюрк и так далее. Но окончательно по этому поводу в настоящий момент трудно что-то сказать, потому что есть такая изощренная, скажем, проиранская версия, что, дескать, вот это само слово Туран, оно, тур, корень, относится не к тюркам, а к каким-то до там, или прото каким-то иранским племенам, именно иранским. А, дескать, поскольку потом они оттуда ушли, заселились там тюрки позже, ну, с точки зрения этой версии, то потом как бы классический Иран так и продолжал это место называть Тураном, ну, этот регион или эту там северную полосу степей Тураном, и, дескать, вот тюрки этим воспользовались. Мне лично кажется, что все-таки, ну, я это и объяснял, что мне кажется, что вот в последние десятилетия возникшая версия о происхождении тюрок именно складывания тюркской, или скорее это нельзя назвать тюркской, а прототюркской, такой, или еще прото-прототюркской, предтюркской общности, именно в степях, опять, как скажете, при Черноморье, все будут думать, что это вокруг. Да нет же, вот этого всего. От Дуная, что называется, до Волги, вот это и Северный Кавказ, и не Северный Кавказ, и постепенное распространение его на восток. Причем в это время тюрки, ну или прото, или предтюрки, они в значительной степени европеоидные. Хотя, опять-таки, какие-то отдельные миграции, перебеги тогда никто никого не держал, могло быть и по-разному. Но мне тоже кажется, что Туран вполне логично не только внешне созвучен, но и по образу жизни, по отношениям с оседлым Ираном и так далее. Это скорее напоминает предтюрков. Но окончательно тут сказать ни да, ни нет я не могу. Мне кажется, что это тоже предмет будущих исследований. Так, вот хорошая тема – это антропология, да, к ней апеллирует вот следующий у нас комментатор, говорит, что просто посмотрите на антропологию скифов и тюрок, форму черепа и разрез глаз, описание скифов и их потомков сармат, с каких пор монголоидные тюрки стали европеоидными скифами. То есть тут подразумевается, что все тюрки, они монголоидные, а скифы, они были европеоидными. Ну вот опять, как бы это сказать? Это же очевидно, что человек тюрков не видел. Я же говорю, он в Крыму никогда не был. Ну, не только в Крыму, потому что среди тюрков огромное количество людей, антропологически абсолютных европеоидов, или там, условно, там не совсем точно, но кавказская или среднеазиатская раса. Причем, учитывая, что монголоидный ген, он все-таки доминантный, если он попадает, то он как бы уже об этом тоже говорил, очень часто и чаще проявляется,
то тут скорее происходила многовековая, тысячелетняя, там, многотысячелетняя монголизация, условно говоря, тюрок, антропологии тюрок, и то не все стали монголоидами. Для меня лично это именно исторически интересный процесс, но который сам по себе как бы ценности вот какой-то там моральной, культурной он совершенно не имеет. Для меня что монголоиды, что европеоиды абсолютно равнозначные, так сказать, расы, антропологии и так далее. Есть красивые и некрасивые как среди тех, так и среди других. Во мне, насколько я понимаю, смешались эти типы. Но в ту эпоху, когда все-таки отделена от нас столетиями, тысячелетиями, когда формирование еще более древнее, еще более отстоящие там тысячелетия монголоидные расы и европеоидные друг от друга, а потом какие-то контакты первоначальные начинали происходить, то в том, что среди западных, опять-таки, даже не столько тюрков, сколько прототюрков, да, или предтюрков там, преобладали европеоиды, я ничего в этом удивительного не вижу. Вот. А с другой стороны, то, что сейчас такая полярность, возьмите якутов или тувинцев, допустим, и возьмите гагаузов там, да, скажем, или азербайджанцев часть там, или кого-то еще, или кавказских тюрков, как, там, скажем, среди кумыков совершенно европейские лица есть, среди балкарцев есть там. Это очевидно. И так далее, совершенно очевидно, но я не знаю, что тут обсуждать вообще. Но здесь имеется в виду, что вообще радикализация этого вопроса, что вот есть европеоиды, есть монголоиды. Хотя, по сути, по-моему, это как дважды-два все понятно. Да, это все понятно, но я, конечно, не скажу, что прям вот на 100%, но даже среди выраженных типажей какой-то раз, допустим, в Африке встречаются иногда альбиносы. Часто встречаются. Да, вот просто альбинос, да, человек курчавый, на беловолосый, синеглазый, что теперь? Вот, поэтому это не ответ ни на что. Происходило, опять-таки, если уж на то пошло, приходилось мне этим заниматься. У многих тюркских народов выражено монголоидных сейчас, допустим, как у башкир или у казахов. Есть устойчивые такие предания о том, что их предки были там светловолосыми, светлоглазыми, белокожими и так далее. С одной стороны, это можно как бы отнести условно в область сказок, там выдумывают типа того. А с другой стороны, а чего это вдруг? Многие легенды, многие предания содержат, правда, очень измененные, очень превращенные, но достоверные исторические там сведения. И, кстати говоря, опять же, изучение по генотипу, в том числе у казахов и так далее, выявили у них, нынешних казахов, выявили у них значительные группы, совпадающие с западноевропейцами, допустим, и так далее. Вообще, по сути, это обычная математика и вероятности. То есть здесь даже... Это не тема для обсуждения, тем более, что народ, на чем я твердо стою, делается не расой, а культурой. Культура, да, определяет. Так, здесь человек делится с нами выводом, который, в принципе, вы в конце нашего подкаста, стрима обозначили, но я все-таки его прочитаю, да и вы прокомментируете. Ни один нынешний народ не является прямым и единственным потомком древних народов и племен. Скажу за себя, я как за казаха, я считаю, что мои предки это саки и хунну из древних времен, прототюрки, тюрки, кипчаки из ранних времен, племена, входящие в состав ханства Чингисхана, из средних времен и казахи из нового. В общем, человек перечисляет, скажем так, эволюцию вот этого своего рода, своего народа и в конечном итоге кем он стал. То есть, по сути, вы, по-моему, в конце стрима так и сказали. Я абсолютно с этим согласен, только надо, я думаю, есть какие-то изолированные островитяне, есть люди, которые до сих пор живут в джунглях и там не соприкасаются, есть такое, да, но в нынешнем мире это уже очень огромное исключение. А если брать, даже 19 век или раньше, особенно на каких-то более-менее доступных, так сказать, географических территориях, степь как раз из таких, то чисто генетически, биологически в состав того или иного народа могли примешаться совершенно неожиданные компоненты, которые даже языково или культурно теперь уже были утеряны, но чисто биологически, генетически у них присутствуют. Поэтому у нынешних тюркских народов точно так же могут где-то там в давних предках быть какие-то предки совершенно не тюрки, не предтюрки, не прототюрки, а кто угодно. Точно так же, как у какой-то части у европейцев там, или у африканцев там, или у семитов, еще кто-то нынешних.
могут присутствовать тоже, ну, размешавшиеся, смешавшиеся, которые сейчас внешне особенно не выделяются, но которые придают как раз своеобразие тому или иному народу, в том числе и в антропологии. Так, вот хороший вопрос, интересный, по крайней мере. А что делать с духовным мировоззрением скифов, о котором известно много, так, много ли, мало ли, но известно об общественном укладе, о троичности общества скифов, о скифских богинях, Ариамат, Табити. Вспомните скифских царей, которые Геродот описывал, Арпаксай, Калаксай, Липаксай, Адарах и так далее, и так далее. То есть речь идет... и, кстати, и такие обряды, они сохранены у осетин. То есть тут конкретно сводится к тому, что есть преемственность по этому мировоззрению, и в конечном итоге все это сводится к осетинам. Понятно. Но что касается, ну, вообще связи осетин и скифов, я об этом много говорил. Кому недостаточно сегодняшних разговоров, то можно еще раз там посмотреть то, что было, потому что, опять-таки, ну, например, то, о чем я не упоминал. У осетин есть традиционный эпос, называется нартский эпос, нарт. Он очень знаменит, изучен и так далее, но знаете, в чем беда? В том, что нартский эпос, он не только осетинский, он у соседних народов тоже присутствует. А у каких? У тех же карачаевцев, у балкарцев он присутствует. Допустим, карачаевцы друг к другу обращаются, но есть такое обращение, не совпадающее, ну, вот с многими. Они близкородственный народ, если не один и тот же. Даже Алан. Вот такое обращение Алан. То есть, ну, сохранившись, ну, как они сами считают, сохранившись с древних времен, вот это обращение к человеку по своей национальности. Особенно вот в мире, который степи, там, предгорье и так далее, где было очень много национальностей. Как То есть, брат, вы что увидели? ли? Ну, нет, вот просто как человек, понимаешь, Алан. Вот. Потому что этот Алан мог быть находиться среди всяких других. Ну, есть же немножко, я не хочу прямую параллель проводить, но даже не в анекдотах, а в каких-то бытовых рассказах, когда он бывает там у кого-нибудь шоу Алехима, кто-то обращается, евреи, ну вот к своим он обращается, да? То есть еврей обращается к кому-то еврей, ну там, ну понятно, не русское слово использовал, скорее всего, а ид там как вот принято на идише, допустим. Но тем не менее, вот у них есть такое обращение Алан, допустим. Эпос совпадает, ну не во всем, но тем не менее, он причем такой космический там. Всякие межзвездные путешествия и всякое такое. Поэтому, если посмотреть обычаи и традиции кавказских народов, северокавказских, и не только северокавказских, там действительно то, что иногда считается достоянием культуры, традиции одного народа, ну, посмотришь, соседи, оказывается, у них что-то похожее. Пусть даже по-другому называется. Но я сейчас в обсуждение осетинских обычаев не пойду, потому что я их не очень хорошо знаю. Но если говорить о богах и вождях, то да, есть имена, которые ну, тщательно не анализировались, хотя тут есть чем заняться. Однако же есть и достаточно другие, скажем, очевидные вещи. Ну, допустим, Геродот, когда пишет о богах, о скифских, он проводит такую аналогию. Олимпийский пантеон, то есть там Артемида, Зевс, там, Гера, туда-сюда, и вот, значит, скифские боги им соответствующие. Ну, мне вот сейчас представляется, что это, конечно, тоже притяжка, так сказать, чтобы понять, да? Да, да, ну, да. Как иногда говорят, ко мне полжизни приставали, там, пока в детстве был, вот, как тебя зовут? Я говорю, Надир. А по-русски как? Вот, ну, примерно так, да, и так, как меня только не пытались называть Андрей, хотя Андрей тоже не русское имя, ну так, по сути, греческое. Вот. Я думаю, что в данном случае Геродот значительно это упрощает, но тем не менее он приводит названия как бы собственно скифские. И в том числе, допустим, Зевс у него, да, вот, это Папай. Ну, слушайте, может быть, по-осетински это что-то и значит, но это означает и по-тюркски, это Бабай. Ну, у казанских татар это дед, у крымских татар, ну, баба это вообще отец, а там в некоторых говорах бабай встречается. Значит, бабай, да, по-нугайски же да. бабай. Гея там у нее апи. Это Апай. вот, ну, конечно, вот в разных формах, да, полным-полно. Родоначальник скифов, значит, ну, надо же понимать, что Геродот тоже, скорее всего, не сам слышал, там, не на магнитофон записывал, а как-то там в каком-то пересказе дали на греческое ухо. Значит, у них основоположник скифского народа – это Таргитай.
Ну, это прям так и напрашивается. Прям вообще сильно Ну, да, звучит потому что, да, по-тюркски. да, не просто по-тюркски звучит, оно совершенно объяснимо. Потому что это Бога-человек, Таргитай, да, вот, причем он же считает, что как бы двумя совершенно логичными способами, даже не знаешь, который как бы выбрать. Потому что вот это суффикс тай или дай, он аналогичен ну, на русском языке как. Ну, допустим, сен не дайсон, как ты? Мгм. Тай. Или Я подобие понимаю, чему-то, я да. понимаю, да. Вот. Ну, допустим, можно сказать по-крымсатарски, и не только по-крымсатарски, на разных других языках, масадай, как стол. В вагузском варианте это скорее будет сказано масак кебек, то есть как стол. А вот в кыпчакском, ну и там сопряжен с кыпчакским, масадай там, или аттай, как лошадь. Мгм. Вот. Так вот, если первое слово тарги это тангре, то есть верховный бог у тюрок традиционный, Тенгри. тангре тай, подобный богу. Мгм. Богоподобный. Богоподобный абсолютно в соответствии с, ну, вот, с той традицией, которую Геродот тут истолковывает, что он как бы бога-человек. Но можно и немножко по-другому, но ничем, так сказать, не легче для иранской версии, потому что, ну, тоже одно из довольно древних тюркских названий отца – это Ата, Тангра Атай, отец Тангры. Причем это соответствует ну, тому, что мы знаем о тангрианстве. Бог-отец, Ну, да, повелитель то среднего есть, мира и так далее. Есть вещи, которые ну, требуют дополнения. Кроме того, еще раз, опять-таки, ну, нельзя на одном аргументе основываться. Как раз я и говорил о том, что с моей точки зрения скифы, как и кемерийцы, это скорее всего совокупность вот таких союза такого ну да, тюрко-иранских, ну, прото-тюрко, ну прото-иранских понятно. племен. Да, Поэтому точно так же, как происходило, ну, скажем, в Херсонесе, когда они там через 3 века стали почитать Деву, там, таврскую богиню, да, включили в свой пантеон, и они уже себя отделяли от других эллинов, то, собственно, у кемерийских тоже мог идти этот процесс, как раз, когда они сближались как бы в рамках вот этой великой степи общего хозяйства, общей культуры, и появлялись, что называется, но общие божества, отсюда заимствовали. Сказать, что именно и только так, не берусь. ну да, Но совершенно вероятная картина, потому что она многократно повторялась во многих других. Когда божества одного народа заимствовались с другим, менялись немножко названия и так далее. Ну, кто интересовался историей там, ближневосточных всяких культов и так далее, он ну, много такого увидит. ну на самом деле проблема-то классическая. Человек пытается сегодняшними реалиями интерпретировать то, что Да, было 1500 да. лет назад. То есть, ну, надо немножко как бы понимать, да, контекст, что было тогда и что сейчас происходит. Так, ну здесь комментарий связан с, опять же, с этим противостоянием о том, что скифы это были иранские племена, да, ираноязычные племена. Вот здесь человек нам советует обратиться к иранским источникам. Они 1000 лет воевали с Тураном. Им ли не знать, что это были ираноязычные кочевники, а не тюрки. Геродота вспомнили, ну, я так понимаю, человек не очень уважает Геродота. Геродота вспомнили, который о скифах знал только понаслышке, и что живут они по ту сторону Танаиса, то есть Дона. А то, что под носом лежит в упор, не замечаете, но правильно, это же невыгодно, это же в корне ломает концепцию вашего бреда, что все древние народы, населявшие степь, были тюрками. Я не говорил, что все народы, населявшие были Ну, я тюрками. читаю вам комментарии. Ну, это что касается того, что скифы жили за пределами, ну, там, за Доном, то кроме Геродота есть и другие источники. Твердо стоит на том, ну, вот тот, который задает вопрос, что они стояли поскольку Геродот так написал, что они жили за Доном, ничего больше не знал, но понятно, что он не слышал ни о царских скифах, которые жили в Крыму, который здесь был столица в Неаполе скифском и так далее. Ну, что я поделаю? Ну, пусть идет и читает. Ну да, то есть здесь, скорее всего, человек просто не смотрел ну, наш Может подкаст быть и так. и просто сделал вывод о том, что ну, свои выводы какие-то сделал. Так, ну, в принципе, у нас вопросы закончились. И последний вопрос здесь был, он тоже связан именно вот с этими названиями, вождей и так далее, о том, что вы, в принципе, уже сказали.
И там, кстати, многие ответили, многие, скажем так, прокомментировали то, что вы род и огород объединили в однокоренные слова. Тут просто приношу извинения. В самом И деле, я, кстати говоря, это замечание увидел, но оно одно из первых. Было совершенно правильное замечание. Устная речь есть устная речь. Понятное дело, род и огород это совсем не одно и то же. Вот складно звучит, но не одно и то же. Понятно, что род, рождение, там родня и так далее. Вот. И что самое интересное, как это используется как инструмент. То есть вот эту вашу ошибку такую, да, скажем так, грубую лингвистическую ошибку, которую, в принципе, вы допустили, Это даже не ошибка, это оговорка. притягивают на все ваши сказанные слова. То есть человек не разбирается, что это не однокоренные слова, и тут же он все Но это это же распределяет. удобно. Я же вам говорю, что уже это удобно, инструмент манипуляции. Ничего страшного, я очень благодарен за это замечание. Я на него ответил буквально второй-третий день. Другое дело, что человек этого не читал. Я там оговорился. Еще что у меня, вот, когда я сам просматривал, у меня была куда худшая ошибка, когда я сказал, что скифы появляются там, в V веке нашей эры, когда они появились, ну, там, описываются в V веке до нашей эры. Вот это действительно ошибка, это 1000 лет. Такие для вещи... этого досмотреть нужно было. Да, для этого надо было смотреть, да. Ну, я всем признателен за все вот эти стилистические, там, лингвистические всякие оговорки, ошибки, потому что, ну, заставляет следить за собой, думать о том, что говоришь и так далее. Ну, в целом вообще просматривая комментарии и анализируя вот этот шквал, скажем так, оставленных сообщений, я понял, что присутствует у людей, у представителей там каких-то этносов, народов желание быть наследником там вот этого наследия скифов. Это все понятно, и в принципе, я думаю, что этот тезис мы сегодня с вами можем еще раз повторить, что ни один народ не является прямым потомком скифов, и что логика образования народа, трансформация народов, она присутствует, и это все нужно изучать, и не разделять, что называется, да, и не тянуть это дело на себя. Ну, я бы так сказал, тоже вот просматривая эти комментарии, что иногда так получалось, что мне как бы в дискуссии даже участвовать не надо, потому что, ну, допустим, один пишет, что о чем вы говорите, это скифы только кыргызы и все, да? Другой там, ну, через там парочку или там через 2 десятка комментариев пишет, ну, елки-палки. Ясное дело, что скифы это предки ингушей и чеченцев. Значит, кто-то там, ну, понятно, с осетинской версии много такого и так далее. То есть мне, в принципе, можно уйти, а им встретиться между собой и друг другу доказывать, они предки ингушей или предки там кыргызов. И каждый находит как бы что сказать. Но при этом я опять-таки возвращаюсь к самому началу той передачи, вот именно по ним, когда я сказал, что мы внесем определенную ясность, но не более того. Потому что проблема на самом деле до конца не решенная. Вот всякий, кто думает, что последнее слово сказал, что до этого еще далеко. Как с тем же приручением лошадей, как с теми, значит, были киммерийцы и скифы одним народом там, или разными народами и так далее. И, ну, учитывая, что они занимали значительный ареал, и те, и другие, то я думаю, что действительно многие народы, и кавказские, и не кавказские, они могли в ходе своего исторического развития включить в себя какую-то часть тех людей, которых вот тогда обозначали скифы. Еще неизвестно, как они сами себя называли. Ну да, и нужно тоже в справедливости ради сказать, что каждый, кто пишет комментарий и является представителем народа, в котором он думает, ему неплохо было пройти тоже генетический тест и узнать, может быть, много чего интересного про себя лично. Про себя лично это даст, но это опять не решит проблему. Ну, еще раз хочу подчеркнуть, что генетическая, так сказать, композиция человека, она не... или общности людей, она еще не является синонимом или слепком с его этнической принадлежности, с этнической культуры, потому что на протяжении столетий и тысячелетий вот эти древние, средневековые, ну, по нынешним меркам, древние средневековые этнические группы очень часто взаимодействовали между собой и очень причудливо иногда сплетались, причем иногда это происходило по нескольку раз, то есть расходились там, через 5 столетий встречались и уже и не помнили, что из одного корня, там, одного рода племени и всякое такое. Это очень интересно, это очень важно, это очень полезно, но генетика точно так же не может быть окончательным словом. Это опять-таки один, пусть очень важен, но один из аргументов. Только вот собирание всего, что только можно, и анализ всего, только что можно, выстраивание этой системы
более-менее, на мой взгляд, может дать представление о том, что происходило на самом деле. Да, вы знаете, я думаю, что я сейчас могу точную аналогию дать вот этим вашим словам, что есть понятие железа компьютера, есть понятие операционной системы, то есть программы, которая на него устанавливается. Вот этот генетический код, это вот как раз вот это железо, Ну, это где-то мясо, так, да. а мозги и культура – это операционная система. То есть здесь может быть macOS, может быть Linux, может быть Да, пожалуй, Windows, что. а запчасти одинаковые. Ну да. Саулс, Надира, что нашли время в этот воскресный вечер. Савволос. Спасибо всем, кто и терпел, и слушал, и смотрел, и писал, независимо от того, что писал. Я рад, если вот наш сегодняшний разговор помог продлить эту тему. Судя по реакции и по просмотрам, это важно, это интересно. Я надеюсь, что это поможет нашему взаимопониманию в конечном счете, несмотря на наши разногласия.